Сегодня я пошла бруснику собирать. Это уже второе ведро наполняется. Так, где-то у меня там мешок. Там в мешке уже там одно ведро есть. Посыпала уже туда одно ведро брусники. Вот. А это второе ведро. Брусника есть. Можно собирать, конечно, местами, но все-таки есть. И даже крупная, не мелкая. Собираю руками. Это для себя. Потом блендером размельчим все. Песок положим. И будет очень вкусное для чая такое варенье. Ведро потихоньку наполняется уже. Вот. Тишина. Птички, не тишина, птички поют. Слышны птичьи голоса. Вот. Здесь и черника есть. Очень много черники. И брусники. Сначала бруснику насоберу, а потом чернику. Вот. Черника и голубика здесь тоже вон. Это голубика. Здесь рядом. Вон. Ну вот, подошла к мешку. Надо посыпать это. Вон полное ведро. Второе ведро. Одно ведро уже посыпала. Сейчас второе ведро. Только собирай. Ну сколько брусники. И голубика вон тоже рядышком. Еще одно ведро полное. Это уже, наверное, 12-литровое. 3 ведра сегодня полных набрала. Вон черника везде. Сплошь. Буду собирать чернику потом. Немножко еще черники насоберу. Это чтобы с молочком покушать. Чернику с молоком. Вот. Черника еще вон есть. Можно еще собирать. Солнышко вот выглянуло. Сегодня тоже тепло. Пасмурно было с утра.
утра было пасмурно, вот, но дождя не было. И вот уже после обеда солнышко выглянуло. Все, бруснику собрала, чернику немножечко собрала. А теперь можно и тоже домой. Все. Всем пока. Такое маленькое видео получилось. Отдохнула уже немножко и после леса. И решила почистить бруснику. Вот такое самодельное сито у меня. Очень легко чистится. Что клюква, что брусника. Чистые сюда в тазик кладу. Ну вот так чищу. Очень легко. Кладу немного, конечно. Когда кладешь немного, быстрее чистится. Весь мусор через дырки падает. Вот. Ну вот так. Гнилые убираю руками. Вот здесь чистая брусника. Ну, а здесь в мешке еще. Вот надо еще почистить. Ну, друзья, уже за камерой я. Это уже следующий день. Маша перерабатывает бруснику. Ну, как перерабатывает? Она почистила это все и кладет в баночки такие трехлитровые. Видите? Трехлитровые банки. И будет заливать просто сладкой водой. Сахар на вкус, да? Я понял. Так, Маша наполняет банку. Ну, скажи хоть немножко пропорции сахара, сколько добавила? На 6 литров я взяла 3 стакана сахарного песка. Песку, значит, 3 стакана на 6 литров воды. Примерно так. Ну. Но это, как говорят, по вкусу, кому как. Ну, я бы добавил. Потому что, а у меня мама, вот Маша делает кипяченой водой. Воду она прокипятила. Дальше что? Подождали, пока эта вода остынет. Ну, подсластили. Вот как уже говорила, 6 литров воды на 3 стакана сахара. Подсластили и ждали, пока вода остынет. Станет холодной. Кипяченая вода. Банки простерилизовали и вот сейчас просто будет заливать вот этой сладкой водой. И закрываем баночку. Тоже крышка простерилизована, вернее. И все. И так будет брусника храниться очень долго. Очень долго. Вот такая баночка. Я скажу, как моя мама делала. Сейчас Маша занимается своим делом, а я скажу, как мама делала. Мама делала так. Бруснику собирали. Тоже чистили это все это дело. Она заливала колодезной водой, такой чан, ну, бак такой, 20-литровый обычно, эмалированный. В этот бачок клали бруснику, дальше заливали туда колодезную воду, добавляли сахара,
Ну, сахара, я думаю, поболее, и там просто пропорции большие, там 20-литровая, конечно, бачок такой. Перемешивали это все, и все. И это брусника ели еще, например, свежей брусники еще нету на следующий год, ну, в август, например, да? Но она хранилась у нас в погребе. В погребе там. Сначала в подвале, а потом в погребе это все хранилось. Ничего не кисло. Не портилось, потому что брусника, клюква, они вырабатывают свой уксус. И ничего не портится. И прям отлично все. Видите? А Маша вот так. Маша так делает. Уже от бачков отошли не те размеры. Конечно, там была и семья побольше. Маша, семья побольше была. Вот. Поэтому и, наверное, это 20-литровый бачок и был. Ну, вкратце я, друзья, показал, что из этой брусники мы делаем. Вот один способ это храним в банках. Другой способ мы будем замораживать эту бруснику. Третий способ немножко сразу прокрутим в блендере и сахарным песком вместо варенья. Это очень вкусно. Если немного, правда, такое делаем, потому что, чтобы достать мороженую и снова сделать такую перекрученную бруснику снова с сахаром. Далее, что еще? Как используем этот замечательный продукт? Используем в пирожках, в шаньгах, с молоком, со сладкой водой. Просто вот взять и покушать просто без ничего. Уже когда позднюю бруснику собираешь, она такая уже не такая кислая, ну, очень вкусная. А в лесу так с хлебушком, вот в лесу с хлебушком эта брусника, знаете, какая вкусная, без всякого сахара. Вообще замечательно. Видите, она уже, вот эти черненькие, которые, видите, цветом отличаются. Одни более светлые, другие более черные. Вот эти черные, более темные ягоды, она очень-очень уже вкусная. Так что брусника, ягода для нас, для северных мест, самое то. Не портится, хранится, хранить легко. Знаете, и еще она кладезь витаминов. Кладезь витаминов такая. И как говорится, организм, где родились, вот мы же не родились, где бананы растут, да? Значит, бананы нам не очень-то и полезные. А вот где родились, организм привык с веками, из века в век, натуральные продукты, вот такие ягоды, черника, брусника, морожка. Вот. И это нам куда полезнее, чем, например, бананы и ананас. Я прав, Мария Олеговна? Да. Такой небольшой ролик получился, как ягода попадает на стол из лесу, потом вот через машину руки. Все это немножко засняли. Ролик короткий, ну, какой есть. Маша продолжает. Ну, 4 банки вот сделаем. Ну да, 4 банки вот сюда. Дальше в морозилку и еще для перекручивания. И все будет окей, тип-топ. Ну что, все. Вот такие простенькие заготовки в баночке со сладкой водичкой. Брусника у нас пошла. Этого вот не рассола, а, как сказать, со сладкой воды на 6 литров нам хватило на 4 банки. Там чуть-чуть, наверное, стаканчик остался еще. Вот. Вкратце показали все. Маша, ну, довольная, что ты собрала, что заготовка есть, еще брусниковой до моря осталось. Ну, это нужно через мясорубку пропустить, сахаром сделать, да. И для выпечки. Для свежего тоже. Не то, что... И... Для выпечки всегда мы так делаем. Сама же знаешь. Вытаскиваем из морозильника. Мне понравилось. Вот, мама вот тоже приносила, она бруснику пропустила через мясорубку и
положила сахар. Мне очень так понравилось. Не надо кипятить, ничего варить. Это все свежее такое. И вот мне тоже хочется сделать, вот, хотите, один бокальчик, чтобы сразу уже сейчас пить с чаем. Все. Всем пока. До новых рассветов. Пока-пока. До новых встреч на нашем канале. Говорят, грибы пошли. Надо сходить. Мгм.